Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Огромное вам спасибо, мои дорогие. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какие подарки, сюрпризы и неожиданности ждут вас этой осенью? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что мне по судьбе этой осенью. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе этой осенью. Так. Знаете, здесь люди, два человека, может быть, две семьи, либо два рода. Вот эти люди, которые друг друга недолюбливают, либо между которыми недопонимание, у них случится диалог, который приведет их в будущем к воссоединению, к примирению. И даже может быть ситуация того, что две семьи, они породнятся, да, вот люди, которые друг друга недолюбливают, либо по каким-то причинам, ну там, не знаю, враждуют, да, то есть либо люди разных статусов, либо разных положений, может быть, там одни богатые, другие, например, там бедные, либо люди там очень богатые, люди обычные, либо люди одной национальности и люди другой национальности, одной религии, другой. Абсолютно разные люди, у которых, ну, недопонимание, назовем это так, непринятие друг друга идет по разным причинам. Я вижу, что эти люди с разными взглядами, с разными, я не знаю, жизненными ценностями, культурными ценностями, они соединятся в одну семью, либо под одним каким-то началом соединяться, либо они будут вынуждены вместе рядом проживать. Но больше, конечно, идет как будто бы соединение идет родовых линий, родовых каналов. То есть, ну не знаю, как белое и черное, да, там, как кофе и молоко, да, то есть вот какой-то такой момент происходит. Почему-то кофе и молоко идет, я не знаю, может быть, вы мне в комментариях напишите, может быть, вы, я не знаю, там, объединение людей по разным признакам национальным, то есть, например, там, арабы с там, европейцами, то есть, как бы, может быть, да, вот черное с белым, как будто бы вот микс получается. Я вижу, что момент объединения этих людей, он именно идет счастливой звездой. То есть по какому-то счастливому событию они объединяются. Мало того, здесь еще и воля высших сил, которая сводит этих людей в пару. И эти два рода, два канала тоже сводят вместе. То есть, на мой взгляд, это очень похоже на какой-то брак между иностранцами, да, абсолютно разных рас, национальностей и вероисповеданий. То есть вообще какой-то такой жуткий микс. Эти люди, они сходятся, причем одни боятся других, страхи обоюдные, то есть и там семья побаивается, и ваша семья, например, может побаиваться, но тем не менее, я вижу, что это должно было произойти, это было прописано в книге жизни еще до вашего появления, и это происходит. Единственное, что я хочу вам сказать, что здесь очень важно, чтобы не было какого-то шокирующего контента, да, то есть если к вам приедут эти родственники, либо новоиспеченные родственники, вы там их там самогоном не угощали, либо каким-нибудь, ну, я не знаю, там для них очень экзотичным блюдом, там типа холодца, да, либо вот то, что для них это за пределом их разумения. И то же самое, если, например, вы соберетесь к ним, чтобы вы, ну, были готовы к тому, что да, как бы разные культуры, и то, что для вас, например, ужасно, для людей может быть просто самое лучшее и прекрасное в мире. Знаете, я вижу, что не все, конечно, монстры тут, и не все так будет страшно, как вы себе представляете. Все сгладится. Главное, чтобы вот чувства, эмоции. Когда, ну, если это будет, например, брак,
улыбки влюбленных, да, вот счастливое вот это настроение, все это сгладится. Путь этот, конечно, какой-то странный. Я вижу, что заторы были с одной стороны и с другой стороны. Но вот видите, одна семья в эту сторону смотрит, другая семья в эту сторону смотрит, и вас как будто бы вот такими вот клещами, да, Всевышний сводит. Это должно произойти, это произойдет. Либо, смотрите, еще может быть момент, что вы, ну, например, будучи, да, в своей стране, общаясь там со своими людьми, вы, например, там среднего уровня человек, да, и происходит, например, знакомство ваше, либо там вашего сына, либо вашей дочери с очень богатым человеком, да, который вот прям, я не знаю, там селебрити, власть держащий человек, и тоже идет объединение семей. То есть понятно, да, что дискомфорт есть, разница очень сильная между вами. Либо вы, например, будучи очень богатым человеком, состоявшимся, состоятельным, там, не знаю, там, порядочным христианином, вдруг понимаете, что ваша там дочь либо сын приводит к вам человека другого круга, либо другой национальности, говорит: все, мы там женимся, мы друг друга любим. То есть этот момент какой-то очень горячо проходит по этому гаданию, причем такой достаточно крупный фрагмент идет именно посвящен этой теме. Что бы ни случилось, в какую бы ситуацию вы ни попали, вы должны понимать, что это все не воля ваша, не воля тех людей, это воля именно Создателя Всевышнего. Вас специально сводят. Вы должны понимать, что это все не случайно, все это не просто так, это должно быть. Дальше. Я еще вижу, что будет союз заключен между людьми, ну вот прям разные, абсолютно разные люди. Абсолютно не похожие ни по характеру, ни по комплекции, ни по цвету кожи, ни по национальности, ни по религии. Абсолютно разные. Вот эти люди заключат союз, либо какой-то контракт будет подписан. Это может быть брак, а это может быть какое-то деловое, да, вот деловой заключен контракт. Все, что будет подписано осенью, все будет очень эффективно. Это будет расти. Вот в будущем, да, вот осень пройдет, наступит зима, и весной вы получите результаты всего того, что вы сделали осенью. Но вплоть до того, что, да, если люди там заключат брак осенью, то там весной уже будет беременность, да, либо вот какой-то такой момент. Если вы осенью решаете что-то купить, либо переехать, либо что-то сделать, то весной вы уже на новом месте, у вас все хорошо. Если вы осенью открываете, например, бизнес, заключаете какие-то очень важные для вас сделки, то следующей весной вы уже как бы в зените, у вас все есть, и все очень удачно получилось и выстрелило. Вы знаете, очень много хороших событий, исполнения здесь у вас вижу. Я вижу у вас 2 новых человека в жизни, абсолютно новых, причем эти люди справа вышли, они вам несут добро, позитив и созидание. Единственное, что вот с левой стороны есть человек, но он уходит. Это хорошо. Человек мог быть некомпетентным, человек мог быть нерасторопным, человек мог вредить, человек мог мешать, человек мог влиять. То есть человек, который нес негативный аспект в вашу жизнь, он уходит. Видите, вот прямо его отгородили, и он уходит. Он даже и смотрит в другую сторону. Но на место этого одного приходят двое, которые несут с собой исполнение, позитив, хорошую добрую энергетику, хорошие дружеские отношения. Плюс вот еще тут малыш у нас вырисовался, но это общение с детьми, с детской энергетикой. Возможно, вам придется либо больше времени со своими детьми проводить, если они у вас маленькие, либо, например, кто-то будет просить вас присматривать за каким-то малышом. Это вас не обременит, но вас очень порадует, потому что этот малыш, он в букве «Р», то есть радость у вас от этого общения будет. Даже вот прилив молодой такой детской энергетики, вас даже вот этот ребеночек может полечить. Да, по крайней мере, настроение у вас будет в плюсе. Дальше, мои дорогие, у вас здесь вот на работе начинают крутиться колеса. Колеса достаточно серьезный знак, и колеса говорят всегда про какие-то новые начинания. Главное, что, смотрите, здесь под этими колесами лежит человек, и он мешает движению этих колес. Вот кто-то может мешать вашему продвижению, кто-то может мешать вашему росту, кто-то может вот прям палки в колеса вам вставлять, да, и вот прям лежит, да, на человек на дороге, и вам страшно, и вы не можете проехать. То есть поймите, вот этот человек, который мешает, он мешает лишь потому, что он боится конкуренции с вашей стороны, боится, что вы его вот где-то
переплюнете, переедете, и он может потерять свою должность, свое положение. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, то вам очень важно говорить с теми, кто выше. Причем не на голову, а как минимум там, на 2-3 головы выше. Ну, вплоть до того, что, не знаю, там, собственник бизнеса. Дойдите до этого человека, найдите возможность как-то поговорить, пообщаться и рассказать про ситуацию. Если вы этого не сделаете, то человек реально будет мешать. Кстати, может быть еще момент, что кто-то может в семье мешать, опасаясь, например, муж опасается, что жена будет больше зарабатывать и больше будет в авторитете, да, а ему, бедненькому, придется там тумаки, нагоняя каждый раз получать, да, и превращаться в домохозяйку. И он ее пытается, значит, удержать дома и говорит, что это не надо тебе работать, там, сиди дома и прочее, прочее. То есть здесь момент того, что кто-то может мешать. Если вы понимаете, что ваш муж так себя ведет, поговорите с его мамой. А если есть бабушка, то лучше с бабушкой. Не надо бояться этого момента, нужно разговаривать, либо со своей мамой. То есть этому человеку должен кто-то достаточно жесткий отпор дать. И это не вы. Это кто-то там, третье лицо, да. Еще раз говорю, идеально было бы, если бы его мама там с ним поговорила, сказала, да что ты дуришь. Наоборот, люди стараются зарабатывать больше, чтобы лучше жить. Зачем ты так себя ведешь? Ему бы стало стыдно и неудобно. Дальше, мои дорогие, я вижу, что вы будете расти как-то то ли по карьерной лестнице вы будете идти, то ли вы будете по знаниям расти, может быть, какие-то курсы, дополнительные знания, навыки. Кто-то прям... может быть, не 100%, но я вижу, что человек решит кардинально поменять свою жизнь, кардинально поменять свою сферу деятельности. То есть вы, например, были музыкантом, а вдруг захотите стать, там, не знаю, врачом, медсестрой, массажистом, да, то есть вы будете в крайности идти, да, прям даже не смежное, а что-то вообще противоположное и ничем не связанное. Этот момент здесь очень четко показан, и этот момент говорит о том, что вы действительно развиваетесь, и вы до этого, например, вы либо чью-то волю исполняли, да, кто-то вам говорил, что там нужно этим заниматься, потому что там не нужно быть блогером, потому что это все пустое, нужно быть бухгалтером, потому что это стабильно. Либо наоборот, вы находились в заблуждении, то есть вы сами себе так выбрали, да, что, дескать, певица, оно так как бы ни о чем, да, а там юристам это всегда там нужно и полезно. И вы как будто бы там полжизни занимались не тем, чем надо, либо не тем, чем нравится, чем интересно. И теперь у вас прекрасная возможность все в жизни переменить. Вам может быть и 30, и 40, и 50. Главное порыв, главное желание. Кто созрел, кто будет в своей жизни все перекраивать, знайте, что у вас как-то быстро очень процесс пойдет, и вы, во-первых, вы очень удивитесь тому, как вы быстро обучаетесь, насколько эта работа, либо новая должность, либо новая сфера для вас идет интересной, и насколько вы будете успешным и удачным человеком именно в этой сфере. То есть у вас прям, знаете, как открыт путь, открыта дорога, да, у вас все пойдет. Этот момент здесь очень четко показан. Дальше, мои дорогие, здесь выяснение отношений между людьми, которые давно вместе. Может быть, это вы и ваш супруг, либо ваш любимый человек, либо вы и ваши родители. То есть здесь люди постоянно как-то спорили, ругались, постоянно было какое-то недовольство. То вами были недовольны, то вы были недовольны. Постоянно какая-то претензия. В жилище вашем постоянно как будто бы висел какой-то туман, да, туман, который застилал глаза. Я вижу, что вы найдете причину, кто-то может найти подклады, кто-то может прям вычислить человека, который там сливал информацию и вам, и вашему, например, визави, и прям скроете, да, кто-то вам мешал, причем мешал очень конкретно. Кстати, еще может быть и очень сильный глаз был на вашей семье, на вашем доме, на вас. При этом вы как бы получали знаки, вам могли сниться плохие сны, вы могли плохо спать по ночам, вы могли видеть, что у вас как-то быстро загрязняется дом, запах какой-то нехороший в доме, там, не знаю, продукты быстро пропадают, там, плесневеет хлеб быстро, как-то мгновенно, там, буквально принесли уже там, к вечеру какие-то уже изменения есть. То есть, как бы дом порчен, его видно, это все ощущается, тяжелая атмосфера и энергетика. Я понимаю так, что вы, скорее всего, либо чистить будете, либо освещать,
очищать, либо вот какие-то ритуалы проводить. Это все будет работать, это все будет помогать. У вас вот как бы два этапа, две кошки, видите, вышла одна кошка и вторая кошка. В два этапа, либо от двух людей, либо на две ситуации. То есть вы это уберете, вы это почистите, это замечательно. То есть с домом вы своим разберетесь. У вас, ну вот осень, это момент, как очищение пойдет, да, то есть у вас в доме наступит мир, у вас в доме наступит комфорт, вы будете чувствовать себя прекрасно, будете хорошо высыпаться, будет очень приятный вот такой, знаете, вот запах дома, да, вот там вкусного, там, не знаю, вкусных булочек, там, тепла, не знаю, уюта, то есть запах хороший появится, и уйдут все вот эти споры, ссоры и дрязги, которые в вашем доме были до этого. Так, еще момент для тех, кто на расстоянии. Здесь, мои дорогие, у вас расстояние, оно будет преодолено как-то в один месяц. Какой месяц, я не скажу. Это либо будет первый месяц осени, либо последний месяц осени. То есть в этот месяц вы либо сможете увидеться, встретиться, время вместе провести. Мужчина будет на руках женщину носить. Но встреча будет такая, знаете, вот короткая. Вам будет казаться, что это как-то быстро, коротко. Почему так? Вот это счастье вам будет дано вот такой, как комета, да, вот комета по небу пролетит достаточно быстро, но очень ярко. Это все происходит для того, чтобы вы наконец-таки определялись, и вам нужно съезжаться, сходиться, и мужчине нужно определиться, и вам нужно определиться. Но я так понимаю, что вам все-таки придется потом выбирать, где вы будете жить. Либо останетесь одна, но у себя дома, либо вы уедете к мужчине, выйдете за него замуж. Вот этот момент очень будет такой у вас немножечко конфликтный, потому что вы не хотите уезжать, вы не хотите менять свою жизнь. Даже при всем при том, что кажется, что да ну, кто меня тут держит, я бы и завтра чемоданы собрала и уехала. На самом деле кажется, что все не так уж просто, и нелегко вам будет оставить свой дом, нелегко вам будет уехать. Так, мои дорогие, еще я вижу у вас подарок. Подарок идет, который вы делаете сами себе. Это подарок исполнения. Исполнение какой-то мечты, какого-то желания, какой-то хотелочки. Вот это касается именно лично вас. Если вы будете просить для другого человека, то там, знаете, как 50 на 50 идет. Потому что вы не совсем уверены, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Из-за этих сомнений может все порушиться. Так, еще я вижу у вас интересный момент. Не знаю, новые начинания, либо это новое хобби, новое увлечение, что-то новое идет в вашу жизнь. И еще момент, человек, за которого вы очень переживали, кого-то вы либо недолюбливали, либо человек мешал, да, то есть кто-то вас раздражал, был таким триггером, раздражителем. Вот этот человек, вы на него другими глазами посмотрите. То есть я не вижу, сможете ли вы там помириться, подружиться, но то, что между вами произойдет какой-то либо разговор, либо какое-то действие, когда человек покажет себя в другом каком-то разрешении, да, в каком-то другом формате. То есть человек может вам помочь, либо для вас что-то сделать, либо как-то отличиться, проявить себя молодцом. И у вас после этого момента начнется новая эра в общении с этим человеком. Осень несет вам очень серьезные перемены, но эти перемены, они отыграются попозже, то есть через сезон. Вот все, что вы начнете осенью, отыграется в 100% результате весной. Вот такой момент у вас идет. То есть осенью не ждите каких-то быстрых, скорых результатов. Понимаете, что все результаты вы получите именно весной. Но при этом осенью нужно очень хорошо будет потрудиться, постараться для того, чтобы, вот как говорится, на будущее вложиться. И еще моменты я хочу уточнить, что вам осенью ни в коем случае нельзя ни с кем вступать в открытые противостояния и конфликты, потому что вы рискуете прям-таки до весны остаться в этих конфликтах. То есть, постарайтесь принимать, старайтесь прощать, старайтесь сглаживать. Это очень важно. Еще раз говорю, да, вот представляете, вот прям целый сезон вы будете в конфликте находиться. Это очень плохо. Не нужно терять людей, не нужно сжигать мосты, старайтесь быть очень коммуникабельным человеком, пытайтесь договариваться. Я вижу, что у вас есть этот талант, есть эта возможность. Прям прислушайтесь ко мне и постарайтесь по максимуму сохранить в своем окружении людей, нужных, ненужных, важных, неважных, это уже дело десятое. Все, кто сейчас с вами есть, остался, они все ваши и все вам нужны. Так, мои дорогие, на этом гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.